Почти как спортивная борьба, но в кимоно и с предварительным захватом за пояс. Мастер спорта по борьбе на поясах Магомед Апаев от Чеченской Республики выступает только второй раз. После приезда домой из Рязани в прошлом году взял бронзу, а в этот раз и вовсе чемпион России. В Казани 5 соперников было. Соперники достаточно подготовленные. Вторую с Карачаево-Черкесцем боролся. Не знаю, тренер вот говорит, он на универсиаду вроде как выиграл. Вторую встречу я боролся с ним. Возвращение очень плодотворно повлияло на меня. И сам настрой был немножечко, можно сказать, другим, потому что я ездил, представлял свою республику. На чемпионате России по борьбе на пояса республику представляли 4 спортсмена. Кроме одного победителя, еще 2 борца заняли 3-е места. В вольном стиле бронзу взял Даман Сагалов, а в классическом Мансур Аль-Мурзаев, который боролся в категории до 100 килограммов. После триумфальной поездки ребят и тренеров принял министр спорта. Хасмагомед Хизриев назвал борьбу на поясах национальным видом спорта, поэтому результаты должны постоянно расти. Похвалил за успехи и поздравил ребят и президент Федерации борьбы на поясах Чечни Хасен Кадыров. Чемпион России Магомед Апаев уже в конце года отправится защищать честь страны на мировой арене. По словам тренера, у молодого спортсмена все шансы взять золото и на этом этапе. Эти ребята выложились на все 100%. Это редкий случай, когда на 100% выкладываются. Только выложившись на все это, они могли достичь того результата. На чемпионате мира участвует всего 10-14 в весе. Бывает. Не в каждом весе привозят. Максимум 20. Мы привезем золотую медаль. Надеюсь. Шансы 100%. Если, опять-таки, если нам хватит выдержки. На следующий чемпионат России от республики планируется выставить еще больше представителей. Несмотря на то, что борьба на поясах как вид спорта в Чечне зародилась всего год назад, результат более чем убедителен, считают тренеры. Хамзат Аюбов, Юнадий Шилаев, Дауд Куруев. Новости.